Наследие композитора Давида Кривицкого насчитывает около 1600 опусов в самых различных жанрах. Авторский стиль композитора характеризуется прежде всего мелодической насыщенностью, яркими, запоминающимися темами. Он был фанатично предан своему делу, избрав девиз «Carpe diem» – «Ни дня без строчки». Музыке композитора присуща необыкновенная концентрация мысли, восходящая к философским обобщениям бытия и человеческих страстей. Тема войны занимает особую страницу в творчестве Давида Кривицкого. Драма «Бабьего Яра», где погибла часть его родственников, осталась неутихающей болью в его душе, прорвавшейся спустя десятилетия в кантате «Голоса Терезина», в опере «Ораторий Бабий Яр», а также в концерте для фортепиано с оркестром памяти композиторов, погибших во время Великой Отечественной войны. При жизни композитор не успел услышать свою военную кантату на стихи Арсения Тарковского. Добрый вечер, уважаемые гости фестиваля. Я буду краткой. Это особое чувство, когда мировая премьера композитора, который не дождался этого часа, но музыка сейчас будет его звучать, и будет звучать в преддверии его 85-летия, которое наступит завтра, и это такой очень символический момент. Еще более символический момент, что когда шли события Великой Отечественной войны, Давид Кривицкий вместе со своими родителями, тогда он еще был совсем мальчиком, 6-7 лет, оказался в эвакуации в городе Уфе. И вот через много десятилетий это срифмовалось, и сегодня эту мировую премьеру осуществляет Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Я хочу сказать... что на самом деле мы вначале решили, что вот так будет, что оркестр приедет сюда на фестиваль, а потом уже я почитала внимательно биографию своего отца и увидела такой поразительный факт. Военная кантата – это такая рефлексия на те страшные события, это не иллюстрация, это философское размышление, это попытка предостеречь и попытка дать какие-то ответы себе на собственные вопросы. И я хочу поблагодарить Московскую консерваторию за то, что сегодня на этой сцене будет звучать музыка моего отца. Здесь состоялись некоторые важные премьеры в его жизни. Он всегда был благодарным слушателем в этом зале. Я хочу, безусловно, поблагодарить еще раз за поддержку Президентский фонд культурных инициатив, потому что это действительно очень важная акция памяти. Поэтому и назван этот проект «Дорогой памяти». Спасибо большое. Насчет кантаты Давида Кривицкого, конечно, очень глубокие у меня впечатления, причем я в эту музыку вживался не одну неделю, даже не один месяц. Вот когда я получил партитуру от родственников непосредственно Давида Кривицкого, я сначала ее окинул очень обобщенно взором, ну как это обычно делают дирижеры: состав, примерно форма, да, длительность произведения, протяженность, но уже какие-то моменты мой взгляд зацепили, как, например, необычный состав, конечно же, детский хор, солирующие инструменты, колокола в конце, я вот уже помню вот эти точки опоры поначалу, потом это во мне как-то вот отлеживалась, вот эта идея. Через некоторое время я еще раз открыл партитуру, уже подробнее ее посмотрел, меня, конечно, поразило, я сначала не воспринял это настолько серьезно, вот эту музыкальную форму, то, что сочинение в форме вариаций написано. Я посмотрел, что действительно это идущие подряд 33 вариации, и при том, какой текст, я вот наконец-то начал в этот текст вживаться, конечно, это меня очень потрясло. После этого я начал клавир осваивать, играть, и уже вот тогда во мне, конечно, зазвучало это сочинение. Я недаром говорил о том, что своего рода это русский реквием, то есть
дань этим событиям трагическим. С одной стороны, конечно, они в первую очередь трагические и страшные, но с другой стороны, можно посмотреть, насколько они воспитывают в нас дух чего-то священного, дух патриотизма. От этого праздника, вообще, собственно, от Дня Победы и от Великой Отечественной войны во многом выстраивается вообще моральное и нравственное воспитание в нашей стране. И, конечно, когда я стал играть это произведение на рояле сначала, вот не говоря об оркестре, ни о чем, я очень долго вслушивался в эти уникальные созвучия, в том, как перекликаются начало и конец, как в конце растворение в бесконечность идет, ощущение того, что жертва народа была не напрасна. Вот такие идеи меня посещали постоянно, когда я работал над этой музыкой. Действительно считаю, что русский реквием — это очень точное было бы название, но она называется «Военная кантата», это тоже очень сильное название. Для нас очень важно, что в концерте закрытия фестиваля принимает участие Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. И я очень рад, что музыканты так откликнулись на наше приглашение. Специально для нашего фестивального проекта разучил эту партитуру, включил в свой репертуарный лист. Когда уже, собственно говоря, репетиционный процесс пошел, конечно, все равно как бы дирижер совершенно не слышал это внутри произведения. Когда ты начинаешь работать, уже появляются и мурашки, и появляется более глубокое осознавание. И я, в частности, решил вот этот состав уникальный, такой написанный, там 7 солирующих скрипок, 3 альта, 2 виолончели, контрабас и 4 духовых инструмента и ударные. Мне почему-то показалось целесообразным в очень громких местах, тутинных особенно, усилить струнную группу оркестра, как, в общем-то, часто делают со многими сочинениями. Совсем не для того, чтобы что-то менять. Ну, даже вот Вагнер, Зигфрид и Дилью, да, переделывал для камерного оркестра, для большого, в зависимости от зала, от того, другого. Я подумал, что мы будем играть в таком огромном зале, большой зал консерватории, и вот точечно, если, условно говоря, кантата идет 30 минут, то на 5-10 минут музыки я усилил струнный оркестр, и мне кажется, это огромный эффект оказало, потому что само по себе звучание струнных инструментов, оно, конечно, проникает в человека буквально до, как говорят, до мозга костей, до самой души, и физически, и духовно. И мне показалось, что это было очень органично. При этом те интимные места, когда солируют духовые или когда певец поет, более контрастно звучат при этом всем, при таком распределении состава. Ну и, конечно, огромная роль отведена здесь детскому хору. Дело в том, что, условно говоря, можно на несколько пластов сочинения поделить, но, условно говоря, там 2 пласта. Оркестр с солистом, которые играют психологические размышления глубокие, что-то отражающееся на наших чувствах, некоторая философия в этом тоже есть. Но действительно очень глубинные размышления. И с другой стороны, здесь детский хор, который поет песни, которые на первый взгляд даже в своих мелодиях, можно сказать, наверное, это какие-то знаменитые песни военные. То есть это музыка, ну, в какой-то степени может быть стилизованная, но, насколько я знаю, она написанная именно автором сама. То есть это просто как большинство композиторов великих делали стилизацию. Римский-Корсаков, он не брал народные мелодии, по крайней мере, не всегда брал, а писал что-то в народном стиле, и это очень органично вплеталось. И вот здесь детский хор звучит, понимаете, как песни «Священная война», «Эх, дороги», такое же впечатление, он очень возвышенное, светлое и скорбное оказывает. И когда идет вот этот контраст между оркестром, символизирующим такой углубленный философский пласт, и детским хором, которые как ангелы свыше, как будто еще и поют эту музыку. Ведь эту музыку можно, песни «Эх, дороги» и «Священная война» можно исполнять огромным хором, а что, если их исполнить детским хором? Я, например, участвовал в таких акциях, в таких концертах, это совершенно что-то особенное, душа замирает. И вот здесь детский хор имеет колоссальное значение. Вдруг время останавливается, и откуда-то сверху звучит вот эта священная музыка, священная во многих смыслах. Может быть священным с точки зрения духовной, а может быть просто с точки зрения человеческой, вот я еще раз повторяю, нравственной точки зрения. Я безмерно счастлив, что замечательный проект «Дорога памяти» реализовался в Большом зале Московской консерватории при участии Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, хоров и солиста. Для нашего коллектива было огромной честью презентовать миру удивительное произведение композитора Давида Кривицкого, его военную кантату. Хочется сказать огромные слова благодарности
главе Республики Башкортостан Радио Хабирову, который всегда очень чутко откликается на творческие проекты коллектива, нашим друзьям и партнерам, которые приняли активное участие в реализации данного проекта. Поэтому, конечно, в общем, кантата оказывает огромное впечатление. Говорить о ее форме в теоретическом плане и о ее наполнении можно довольно долго, но в целом вот эти два пласта, конечно, оказывают огромное впечатление. У нас с особенной серьезностью оркестр подходит к современной музыке. И мы как работали, вот уже когда шел непосредственно процесс подготовки за 10 дней, мы играли это, я делал какие-то коррективы, играли от начала до конца, я даже делал запись 2 раза и просил очень слушать музыкантов, что получается. Играл на рояле сам, просил вот вслушаться в те или иные гармонии, в те или иные созвучия, но чтобы это действительно глубоко очень погружало нас. Всем добрый день. Добрый день. Добрый день. Мы сейчас репетируем военную кантату Давида Кривицкого. Пожалуйста, с самого начала. С самого начала. С какими-то остановочками пойдем, но сейчас посмотрим, как пойдет. Пожалуйста. Поэтому мне кажется, что очень многое удалось на концерте. Еще более подробно, я думаю, это нас ждет впереди. Но тем не менее, тот уровень, который мы продемонстрировали, мне кажется, это сочинение очень достойно показал. И я очень горд, что у меня это произведение в моем репертуаре, потому что я планирую его, конечно же, еще исполнять. И очень здорово, что у нас еще на концерте Петр Татарицкий предварял все-таки наше выступление какими-то, вещами, которые помогают слушать сочинения, какие-то точки опорные давал касательно поэтического текста, касательно самой музыки, собственно, то, что я сам люблю часто делать в просветительских абонементах. Поэтому я считаю, что концерт действительно удался, и будем дальше работать над тем, чтобы это сочинение и вообще музыка, я думаю, что есть еще сочинения и у Давида Кривицкого, и у других композиторов, не исполненные, но посвященные войне, потому что такие люди, которые пережили сами это время, конечно, очевидно, что и композиторы такого масштаба, они могли очень многое сказать, и нам еще предстоит это все открыть. Давид Кривицкий. Военная кантата. Стихи Арсения Тарковского, либретто Давида Кривицкого для тенора, хора и оркестра. Пролог. Вступительная песня «Мало ли на свете». Сцена первая. «Пусть роют щели». Интермеццо. «А разве я не хорошо горю?» Сцена вторая. «И я знаю час». Траурная музыка, эпилог, и я уже не помню сам. Финальная песня «Кто может умереть, умрет». Солист. Солист Московского музыкального театра «Геликон Опера», лауреат международных конкурсов Дмитрий Хромов. Первое исполнение. Дирижер Дмитрий Крюков.
Устроят щели хоть под воскресенье. В моих руках надежда на спасенье. Как я хотел вернуться до войны, предупредить, кого убить должны. Мне вам сказать необходимо, иди сюда, и смерть промчится мимо. Я знаю час, когда начнут войну. Кто выживет, а кто умрет в плен. И кто из нас окажется героем, и кто расстрелян будет перед строем. И сам я видел вражеских солдат, уже заполонивших Сталинград. Видел я, как русская пехота штурмует Бранденбургские ворота.
когда начнут войну. Кто выживет, а кто умрет в плену. Что до врага, то все известно мне, как ни одной разведки на земле. Я говорю, не слушают, не слышат, несут цветы зубов и ветром дышат.
помню сам. Откуда пришел сюда? И что случилось? И я уже не помню сам, откуда пришел сюда и что случилось чудо. Я все забыл. В окне еще светло. И накрест не заклеено стекло.